Вам повезло жить в Лос-Анджелесе по особой причине. Привет, мои возлюбленные, я приглашаю вас посмотреть наши видео, в которых делятся Божьими словами и мудрыми мыслями, чтобы укрепить вашу веру и принести мир в вашу жизнь. Наша цель – привести вас к Богу и Иисусу ободряющими словами. Так что будьте готовы к духовному путешествию трансформации. Посмотрите наши видео, вдохновитесь Божьим Словом и позвольте Божьему свету коснуться вашей жизни. Дай Бог здоровья вам и всей вашей семье. Давайте начнем этот путь веры и надежды вместе. Дорогое дитя, божественная любовь, которую я даю тебе, всегда будет окружать тебя. Каждый день бесконечен, всегда с тобой. Когда бы и где бы ни был ты счастлив или грустен, дома ты или вдали, моя любовь не зависит от расстояния. Я всегда здесь с распростертыми объятиями. Любовь моя, я хочу, чтобы ты знала, что моя любовь к тебе слишком громкая и ясная, чтобы все в мире могли это знать. Я не опозорю тебя, не отвергну тебя. Я сворачивал горы, ходил в суд, смешивал любовь и боль, защищал твое право на мою вечную любовь. Кто украдет твою любовь? Кто сможет разлучить тебя со мной? Не бойтесь. Не обращайте внимания на тех, кто постоянно вас обвиняет, лжет об ошибках, которых вы не совершали, или ошибках, которых у вас нет. Я отвергаю их критику, поскольку они продолжают распространять ложь и стремятся к любви, которая их спасет. Что касается вас, не беспокойтесь о них. Они выбирают свой путь и сталкиваются с последствиями. Ваша задача – получить любовь и благодать, которые я даю вам сейчас. Проживите свою жизнь в радости и счастье. Возьмите благодать, которую я даю вам сегодня, и не ждите до завтра, чтобы получить ее. Придите ко мне и позвольте мне наполнить вашу жизнь этой божественной любовью. Пожалуйста, храни меня в своих молитвах. Делайте эти 3 вещи, благодарите, ешьте много, затем ешьте снова по твоей бесконечной милости. Ты действительно мой особенный человек, избранный и любимый вечной божественной любовью. Я твой защитник, буду защищать тебя и твою семью, благословлять тебя и улучшать все твои дела. Прибудьте в утешении моей любви в святом храме вокруг вас, будьте в святом масле исцеления, обновите, оживите и оживите свои забытые мечты и придайте новую силу вашему слабому духу. Не нужно гулять в одиночестве или предаваться вредным привычкам. Если ты чувствуешь себя одиноким, помни, что я здесь, я люблю тебя и сейчас подтвержу эту любовь. Присоединяйтесь ко мне сейчас и начните новую жизнь, полную мечтаний и целей. Со мной у тебя не будет недостатка ни в чем. Все благословения, которые вы получаете, исходят из вашего небесного царства. Я источник твоего счастья, и я дам тебе больше свыше. Итак, помните, что когда небо серое или когда дела идут не так, как вам хочется, у вас есть выбор. Не нужно быть одиноким или грустным. Просто поднимите руки к небу и поблагодарите за радость и мир, которые я вам приношу. У меня есть твое счастье. Даже если нет повода для радости, примите это убеждение и улыбнитесь. Встаньте и сражайтесь за веру. Когда дела идут плохо, боритесь за свою жизнь и жизнь своих близких. Вспомни, кто разговаривает с тобой в трудную минуту.
Я Твой всемогущий Бог, Твой Небесный Отец, я славлю Тебя. Я буду рядом в трудные дни, я не причиню Тебе вреда. Я не говорю о деньгах и не даю пустых обещаний. Мои слова живы и всегда получают то, что я даю. Я говорю вам, что сколько бы страха и сомнений вы не создавали, вы преодолеете, поверите и будете жить. Цель этого послания – придать вам силы и вдохновить вас наполниться божественным мужеством и удивлением. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, они не будут против вас. Даже если вы услышите грустные слова от врача, верьте и боритесь, окончательное решение за мной. Знайте, что ваши усилия увенчаются успехом. Поэтому прошу тебя с советом и любовью и заповедью, облачись в мантию любви, чтобы принести мир, развить свои чувства и изменить свои мысли. Любовь — это Твой величайший дар вчера, сегодня и всегда будет. Я хочу видеть улыбку на Твоем лице. Вы хотите написать слова благодарности и большой радости? Скажи мне, ты удовлетворен моей любовью к тебе. Он сказал, что я здесь, чтобы утешить его, и он поправится. Я буду держать твое сердце, твои чувства в своих руках, буду держать и защищать тебя своей огромной любовью. Я поцеловал тебя с любовью. Слова, которые ты услышишь, заберут всю твою боль. Я влюблен в тебя. Ты мой ребенок, несмотря на седины и пятна на твоей коже, я всегда буду любить и защищать тебя. Доверьтесь мне и доверьте свою безопасность в мои руки. Не нужно ничего бояться. Мы с тобой надежная опора. Мой Святой Дух наполнит вас любовью и милосердием, изменит ваше поведение и оживит ваши эмоции. То, как вы думаете, говорите и верите, полностью изменится. Мои слова займут прочное место в вашем сердце и укрепят вашу веру. Я слышал твой крик, я видел твою душевную боль. Когда он был уязвим, я побежал его спасать. Вы столкнетесь с неожиданными проблемами с непрофессиональными людьми, которые попытаются выместить на вас свое разочарование. Из-за своего невежества они используют слова, чтобы причинить вам боль. Они так далеко от меня, что не знают, с кем столкнулись. Несмотря на свои глаза, они не понимают, что ты под моей защитой. Даже если они сговорятся против вас, они не увидят вашего поражения. Я буду бороться с теми, кто попытается разрушить его жизнь. Я против любого, кто хочет вам диктовать. Видя себя легкой добычей, темные быстро узнают, кого они исследуют. Но потерпите меня пока. Здесь ты не пострадаешь. Всегда будут проблемы, но я здесь, чтобы защитить вас. Те, кто ненавидят меня плохими новостями и объявлениями войны, ходят во тьме, но смиренные души, подобные вам, и простая вера победят всех. Не серебро или золото, не слава или сила, но мой Святой Дух – источник вашей жизни. Омойте свое сердце, укрепите свою веру и желаю вам спокойного дня. Моя сильная рука направит тебя, защитит от незримых опасностей. У тебя нет магии. Произнесите эти слова вслух и положите их в свое сердце. Я под властью крови Иисуса, а она не может прийти ко мне. Дорогое мое дитя, я приглашаю тебя взять меня за руку, и мы пойдем по новому пути, полному благословений и чудес.
Вы упорно боролись, и пришло время отпустить все ваши тревоги, мысли и заботы, которые отвлекают от радости, мира и веры, которые я вам дал. Как известно, у каждого момента есть цель. Бывают моменты, когда я обретаю покой в своих объятиях и доверяюсь своему пути. Пожалуйста, успокойтесь, отложите на мгновение все страшное. Не продолжайте, пока не проведете со мной несколько минут, чтобы исцелиться. Когда будешь готов, вставай, и я поведу тебя. Я приведу вас к успеху. Я буду рядом, когда ты начнешь придавать тебе силы, когда ты будешь бороться, а затем держать тебя в своих объятиях. Вы стремитесь подняться на вершину с обновленной верой и сильным духом, и пока мы там, вы можете увидеть благословения, которые очищают облака, освещают небо и покрывают землю, как прекрасный дождь. Ваши желания и дары вашей души вливаются в вашу жизнь. Это действительно новый путь, по которому только мы с тобой можем пройти вместе. Ты долго и упорно трудился, чтобы осуществить мечты, которые я вложил в тебя. Теперь ты знаешь, что не справишься в одиночку. Существует множество существенных рисков и опасностей. Предстоящая дорога выглядит трудной, но для меня это было удивительное путешествие. Какими бы ни были трудности, они не смогут вас уничтожить. Вместо этого вы обретете силу и радость. Ты начнешь видеть все глазами, ведомыми верой, и поймешь, почему я скучаю по тебе каждый день. Если хочешь что-то сделать, делай это и верь в это. Когда вы расширите свою перспективу через веру, вы увидите, что враги не такие сильные, большие и важные, как кажутся. Они подобны рычащим львам, которые боятся тебя. Помните, что ваш Небесный Отец с вами день и ночь, как страшный великан. Когда ты решишь проявить решительность и смелость, знай, что я здесь и готов помочь тебе. Подойди, возьми меня за руку, возьмем твое благословение, сохраним в своем сердце обещание моей любви. Любовь между тобой и мной со временем станет сильнее. Вы должны чувствовать себя в безопасности и глубоко любимыми. Посмотрите, как я разговариваю с вами каждый день, чтобы сообщить вам, что у меня есть. Благодарите вас, потому что эти отношения являются ключом к получению многих благословений, которые я даровал вам. Ваше решение помолиться за меня делает меня счастливым. Говори со мной откровенно, ибо я выслушаю тебя искренне и с любовью. Я хочу заверить вас, что ваши планы идут, как и ожидалось. Несмотря на то, что всему свое время, я буду молиться за него, протягивать руку помощи, чтобы позаботиться о нем и коснуться сердца человека. Мир и счастье вернутся в вашу жизнь, но вам придется набраться терпения. Не сдавайтесь, используйте свое время и энергию, чтобы сосредоточиться на хороших вещах, которые ждут впереди. Ваша сила любить вечно, и любовь никогда не покинет вас. Любовь, которую вы ищете, вернется к вам. Даже когда ты чувствуешь себя опустошенным, мой дух наполнит тебя, и моя любовь принесет тебе покой. Вы не будете связаны прошлым, поскольку мое лечение освободит вас от временной ловушки, которую вы чувствуете. Ваша жизнь, дом и близкие будут глубоко затронуты и изменены к лучшему. Я не хочу, чтобы ты страдал еще больше. Это моя рука за мир, радость, исцеление и гармонию в вашей семье. Вы имеете право на эти льготы.
Слушайте мое учение, доверьтесь мне и не позволяйте себе сомневаться. Будьте осторожны с тем, кого вы выбираете в качестве спутника своей жизни. Не бойся, ибо я всегда с тобой, но берегись и охраняй свое сердце от ложных друзей, которые стремятся обмануть тебя. Я обещаю, что ты преодолеешь свои испытания, потому что я видел твою борьбу и борьбу. Не забывайте, что я проявил свою веру в самой сложной ситуации. Лучшим решением было довериться мне и обратиться ко мне. Подумайте о времени, когда вы верили в трудные обстоятельства. Отдайте свое сердце и верьте, потому что я знаю, что трудно верить, когда все темно. Не поддавайтесь полностью страху или борьбе. В то время закройте уши свои для голоса врага и продолжайте свой путь, доверяя моим обещаниям. Потому что еще до твоего рождения у меня были на тебя большие планы, и я всегда буду помнить тебя. Не позволяйте горю одолеть вас. Наполните свое сердце радостью и двигайтесь вперед с верой в глазах, потому что победа неизбежна, и то, что вас ждет, больше, чем вы можете себе представить. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты не сдавался, потому что я твой небесный Отец, твой Бог и твой защитник. Я знаю твое сердце и буду с тобой на каждом этапе пути. Ты знаешь, что я глубоко люблю тебя, не садись. Ваша цель и задача — получить постоянную должность. Даже если враг. Я попытался проверить это как следует. Я решил, что твоя вера и смелость не поколеблются. Встань, я изменю твою жизнь и твой мир, но ты должен принять эти изменения. Не сравнивай себя ни с кем. Я сделал тебя уникальным, сильным, смелым, мудрым и умным. Я дам вам важные инструменты для преодоления препятствий, открытия новых путей и раскрою то, что блокирует ваш путь через мои слова и силу вашей веры. Поверьте мне на слово, вы находитесь в новом месте небесных благ. Не позволяйте своим чувствам и эмоциям мешать вам. Когда другие обвиняют вас в эмоциональной неполноценности, не реагируйте из-за страха и не принимайте поспешных решений. У меня всегда есть отличный план на тебя. Хоть враг и хочет отнять у тебя радость и благо, будь счастлив каждый день, поверь мне. Я наполнил твою жизнь моим Святым Духом. Даже если некоторые люди слабы или настроены против вас, доверяйте другим и помогайте им. Не грусти, будь как я, даже если некоторые люди отвернутся от меня, я буду любить и помогать. Как дождь и солнце поступают с праведными и неправедными, так и я не перестану любить и прощать. Моя сила, мотивация, смелость и уверенность исходят от меня. Давайте двигаться вперед вместе. Я ценю вашу компанию и с нетерпением жду возможности провести с вами время завтра. Поверьте мне, когда я говорю, что все будет хорошо. Не беспокойтесь о темах, которые вы уже публиковали. Я благополучно приведу вас к процветанию и миру. Я хочу наполнить свое сердце Божьей любовью и Божьим смирением. Не бойтесь проблем, которые могут возникнуть. Будь с ними, и я всегда буду с тобой. Я знаю время твоей слабости, поэтому я с тобой. Вместо того, чтобы позволять себе смущаться и беспокоиться, я приглашаю вас отдохнуть в моем присутствии. Не беспокойтесь о будущем или состоянии мира. Сосредоточьтесь на самом важном – своей семье и своей духовной жизни.
Будьте добры и сострадательны даже к тем, кто причинил вам боль. Даже если они причинят тебе боль, продолжай любить меня, поскольку я отдал свою жизнь своим детям. Пока мир сталкивается с трудностями и историями о войне, продолжайте молиться. Запишите имена людей, которых вы любите, в свой молитвенник. Покажите свою уверенность и сдержите свои обещания. Даже если другие испугаются, вы станете свидетелем удивительных событий. Я всегда с тобой. Так что будьте готовы и живите полной жизнью. Не бойтесь будущего, поверьте мне, потому что я могу все. Твоя любовь делает меня счастливым. Не обращайте внимания на ложь и тех, кто пытается в вас сомневаться. Поднимите голову и обнимите себя настоящего, моего любящего, прощающего, Спасителя и другого ребенка. Не беспокойтесь о том, что вы оставили после себя. У меня все под контролем. Я забочусь о тех, кто противостоит тебе. Я дам тебе все, чтобы жить без долгов, без рабства и в достатке. Я надеюсь, что это поможет вам понять исходное сообщение по-новому и более ясно. Еще раз повторяю, что я прав. Мои обещания тверды, и я никогда не нарушу обещания. Я расскажу вам всю правду. Так что верьте тому, что я говорю, и не расстраивайтесь, когда столкнетесь с проблемами своих врагов. Погрузитесь в мои учения, чтобы обрести покой и силу и не отвлекаться на свои эмоции. Я твой Бог, твой вечный и всемогущий Отец. Я найду любовь, я найду тебя, я найду тебя, я сохраню тебя навсегда. Это мое вечное обещание. Я люблю тебя, не злись. Чудо, которого вы так долго ждали, произошло. Я жду тебя по какой-то причине. Знайте, что я благословлю вас и дам вам знания и понимание, чтобы творить великие дела. Ваши отношения уникальны. Мои мысли о твоей жизни для тебя. Не сравнивайте свои пути с другими, хотя я и благословил их. Я благословлю вас и улучшу ваши таланты. Вам суждено добиться успеха, и вы станете источником благословения для многих. Это мой выбор, он вечен и будет продолжаться. Что бы я вам ни давал, все, что я вам даю, для вашего блага, для вашего развития, для вашей счастливой и свободной жизни. Когда я приглашаю вас ежедневно преклонять колени и изливать свое сердце в сердечной молитве, вы поймете, почему необходимо усердно молиться, особенно во времена искушений или когда вы боретесь с врагом. Единственный способ победить – это ваша молитва. Когда ты говоришь со мной с верой, я хочу услышать твой голос с небес. Пусть ваша вера будет сильной, а ваш дух бодрым. Не позволяйте тем, кто хочет вас, потерпеть неудачу. Вы не принимаете неудачу. Вы можете остановить бой до его начала. Помните, сколько раз я помогал вам добиться успеха, и знайте, что я снова буду с вами. Когда почувствуешь это, вспомни все, что я тебе говорил. Пожалуйста, отнеситесь к моим словам серьезно. Это не игра. Борьба — это не просто борьба, это победа. Ничего не бойтесь, оставьте свои заботы позади. Сохранять спокойствие. Даже если ты споткнешься или споткнешься на пути, моя любовь всегда рядом с тобой. Поверь мне, я твой защитник, я защищу тебя от всякого зла. Я остановлю мысли людей, которые причиняют тебе вред.
Идите с миром, знайте, что я с вами, наблюдаю за вами и за тем, что вы слышите. Молитесь и кланяйтесь ежедневно. Это повысит вашу уверенность, и вы увидите, как мое мощное вмешательство может изменить вас и освободить от беспокойства. Живите с верой, что все будет хорошо, и вы пойдете в прекрасное будущее, которое ждет вас с радостью и смехом. Распространяйте мое слово, мой огонь. Возлюбленные, вы смутили своих врагов и заставили тех, кто причинил вам боль, поклониться и извиниться. Я подниму тебя, покрою благословениями и удивлю. Не позволяйте страху одолеть вас. Передо мной у тебя безопасное место, поверь мне, я проведу тебя через каждое испытание и победу. Не бойся, ведь я всегда с тобой. Не имеет значения, обращаются ли к вам какие-то люди, если вы относитесь к ним с добротой и уважением. Найдутся люди, которые ответят со стыдом. Итак, сегодня я хочу укрепить ваш дух, разум и тело, чтобы вы не волновались и не страдали от всех этих проблем. Оно требует любви, чистоты, совершенства, вечности и истины. Это моя любовь к тебе. Некоторые люди, причинившие вам боль, имеют право любить вас, но они все равно ожидают награды. Если вы не оправдаете их ожиданий, ваша жизнь станет трудной. Сегодня он был освобожден из рабства. Ты не доверяешь никому в этом мире. Вам не нужно, чтобы вас хвалили, чтобы чувствовать, что вас ценят. Вы не злитесь, когда вас отвергают, а только тогда, когда им что-то нужно или обвиняют вас в ваших недостатках. Я разорву все цепи, связывающие твою душу и эмоции. Твоей верностью я спасу тебя от зла, постигшего тебя. Искра желания заполучить врага покажется вам врагом. Но я не ищу богатства, ни твоего. Мне плевать на них. Я хочу, чтобы ты жил без беспокойства. Ты будешь жить ради меня и будешь очень сильным. Вас не обижает, когда вас отвергают другие. Вы не доверяете слепо людям, какими бы хорошими и честными они ни были. Истинную ценность и радость вы найдете в небесной благодарности. Примите мой план для вас и терпеливо ждите благословений, которые вас ждут. Я не хочу, чтобы ты проводил дни в одиночестве. Я приведу в вашу жизнь нужного человека в нужное время. Я найду работу, которую вы хотите, и открою для вас дверь. Я благословлю тебя и избавлю от долгов. Я делаю и то, и другое. Вы должны покоиться в смиренной и благодарной вере. Услышь мою любовь и силу. Я также сделаю для тебя много чудесных вещей, и ты будешь очень счастлив. Давай, поверь мне, я тебя удивлю. Будь со мной каждый день, докажи свою веру в меня. Я знаю, что ты сейчас устал. Я увидел твою печаль, услышал крик твоего сердца, твоя печаль пришла ко мне. Надежда твоя глубока, но ты приходишь ко мне со своей печалью, ища утешения и облегчения. Этот шаг правильный. Я могу изменить вашу текущую ситуацию, и я здесь, чтобы помочь вам. Не стесняйся. Ваша семья не одна. Ваше счастье не напрасно. Вы не будете одиноки. Его невозможно избавить от боли или страдания.
Если ты знаешь, что можешь доверять мне, когда тебе больно и плачешь, мое доверие теперь к тебе. Мое обещание, что все будет хорошо. Мое обещание, что я люблю тебя глубоко. Иногда доверие может быть больше, чем ты думаешь. Но вы должны верить. Моя любовь к тебе не знает границ. Не пытайтесь понять это, а примите это. Сомнения естественны, но враг хочет воспользоваться вашими болезненными моментами, чтобы сломить ваш дух и атаковать вашу надежду. Он попытается уничтожить вас и разрушить ваши мечты. Когда ты услышишь мои слова, вытри слезы и стой смело. Ты встретишь врагов, ты будешь сражаться за свою семью, ты защитишь то, что я дал тебе, ты сохранишь свои благословения. Вы сильны против тех, кто сражается с вами, и против тех, кто сражается против вас. Это правда, и это произойдет. Моя дочь, ничто и никто не сможет остановить тебя. Сегодня ты придешь ко мне грустный и пристыженный, но поднимешься с мужеством, отвагой, сильной волей, верой и мужеством. Я всемогущий Бог, и я сдержу свое слово. Вы созданы по моему образу и подобию. Я даю тебе всю силу и мощь для преодоления проблем этого мира. Пришло время, великий воин, пришло твое время. Это знак, который вы просили для меня. А теперь иди и сделай свою часть работы и выиграй. Не останавливайся, не сдавайся. Скажи мне, что любишь меня. Скажи, что доверяешь мне. В его сердце глубокая рана, которая, как он боится, никогда не заживет. Ваши мысли беспокоят вас, и вы не можете их выключить. Я много раз слышал крик твоей души. Я устал от жизни, ты хочешь со всем этим покончить. Я видела твои слезы и обещаю, что прочитаю все главы. Когда твое сердце грустно, я чувствую эту печаль в тебе. Мои самые глубокие чувства. Вы переживаете трудные времена, которые сейчас вам не подходят. Вам приходится принимать трудные решения, а иногда вам приходится делать то, чего вы не хотите. Возможно, вам трудно поверить, что у меня есть для вас идеальный план. Но сегодня я здесь, чтобы укрепить вашу веру в то, что ваше время, ваш день всегда рядом. Вскоре вы получите мои самые лучшие благословения, которые избавят вас от всех печалей и наполнят вашу жизнь и семью великой радостью. Тест скоро закончится. Все начнет меняться, и вы ясно увидите, что я всегда рядом, чтобы направлять и защищать вас в трудные времена. Я открою глаза твоей души, и я покажу тебе многие физические опасности, которые пересекли твой путь, но ты увидишь, что я не оставил тебя, и я с тобой даже в минуты твоей скорби. Теперь понятно, что вы услышали и прочитали мои слова. Подожди, ты жив. Боль не причинит тебе вреда, жизненные атаки и враги не уничтожат тебя. Мы продолжим бороться вместе. Дорога длинная, но вы продолжаете верить и продолжаете расти. Теперь вы можете быть уверены, что мой план подойдет именно вам. Я показал тебе, как сильно я тебя люблю и освободил тебя от многих вещей. Отныне ты будешь сражаться всем сердцем, не сдашься несмотря ни на что. Я влюблен в тебя. Не волнуйся, я готов сделать что-то потрясающее в твоей жизни. Воспринимайте мои слова непредвзято. Я здесь, и я прихожу к тебе с твоей любовью. Держи меня за руку, и ты наполнишься глубоким покоем.
Печаль в вашем сердце исчезнет, и тяжелое бремя, которое вы несли, исчезнет. Оставь этот печальный день позади, и теперь ты начнешь познавать мою радость и любовь. Отдай мне свое сердце, пусть моя любовь исцелит тебя и чудесным образом восстановит все сферы твоей жизни. Не сдерживайся, позволь моей любви охватить каждую частичку тебя, коснуться каждой мысли, каждого чувства и каждой частички твоей жизни. Пусть дождь прольется в ваше сердце и укрепит вашу надежду, веру и доверие. Я понимаю, что сегодня сложно сделать этот шаг из-за вашей борьбы и внутренней боли. Я видел интенсивность твоей боли и то, как легко порой было сдаться. Но я говорю вам, пришло время встать, побороться за свою веру и начать новый день с мужеством и радостью. Не сопротивляйся, позволь моему духу вселиться в тебя, залечи твои раны, обнови свой дух. Помните, что я рядом и слышу ваши молитвы. Я знаю, что то, что я говорю сегодня, трудно принять, но вы должны поверить. Тогда я смогу сделать для тебя свое дело, любовь, сострадание и доброту, которую никто не сможет остановить. Потому что я хочу принести вам больше, чем вы можете себе представить. Спроси меня. Следуй за мной, сражайся в битвах и невзгодах, веря, что я с тобой. Смотрите мои слова и исполняйте мои слова. Таким образом, ваши тревоги исчезнут, а проблемы будут решены, потому что я всегда буду с вами. Когда вы проходите через трудные времена, например, через огонь, вы не горите и не страдаете. Ты молодец, никакая проблема тебя не сломит, и ты не убежишь от жизненных проблем. Мир приходит от веры, которую я даю вам. Просто верьте, действительно верьте, и ваши благословения придут к вам. Не бойтесь идти по пути, который я вам сказал, потому что он полон хороших вещей, которые сделают вас по-настоящему счастливыми. Теперь поверьте тому, что я говорю, и вы узнаете, что мои слова истинны и правдивы, и что они успокоят бурю и принесут свет во тьму. Пришло время отпустить старое и шагнуть в богатое будущее, которое я приготовил для вас. Возьми меня за руку, чтобы вести тебя. Вы обнаружите, что каждый новый день – это возможность расти, учиться и жить благословенной жизнью, которую я вам обещаю. Итак, путешествуя со мной, не бойтесь сталкиваться с трудностями, потому что каждый шаг – это шаг, который позволяет вам расти и понимать глубину моей любви. Помните, что вы не одиноки в этом путешествии. Я свет, освещающий твой путь, скала, на которой ты можешь построить свою жизнь. Двигайтесь вперед с уверенностью, зная, что каждый шаг, который вы делаете в вере, приближает вас к осуществлению вашего желания. Никогда не впадайте в депрессию. Смотрите в будущее, богатое и процветающее будущее, которое я запланировал с самого начала. Знайте, что когда вы получите тепло моей любви, мой мир наполнит вас, и вы превратите свою радость в свою силу. Старые раны заживут, и свет моего милосердия вернется к вам. Так что продолжайте идти по пути веры. Я надеюсь, что теперь ты начнешь обретать успех, счастье, свободу и мир в своей жизни, и все это является доказательством моей чистой и вечной любви к тебе. Нет времени, ничего, а он всегда рядом, когда он тебе нужен. Слова, которые ты слышишь сегодня, напоминают мне о моей любви к тебе. Моя цель – разбогатеть и поддержать вас.
Если вы сомневаетесь, оглянитесь на эти слова и вспомните мое терпение и веру в вас. Они будут путеводными огнями на вашем пути и будут сопровождать вас к месту, которое я обещал вам, где все, о чем вы попросите, будет дано вам через веру и доверие. Потому что вера малая приведет вас к большим высотам. Я сделаю все ваши пути добрыми. Я ваш Небесный Отец, Бог знает все и может достичь куда угодно. Я здесь сегодня, чтобы предложить свою помощь и руководство, высший источник благодати и любви, чтобы наполнить вашу жизнь миром, радостью и смыслом. Слушай меня внимательно, потому что это твое время. Тяжелые времена, испытания и невзгоды, через которые вы прошли, закончатся. Продолжайте идти и не сдавайтесь. Я знаю, что ты устал от многих проблем, но ты будешь страдать еще больше. Вы выиграете сражения и сражения, с которыми вам предстоит столкнуться. Поверьте мне, потому что я могу изменить любую ситуацию, чтобы сделать вас счастливыми. Поверьте мне, и я обещаю, что ваши проблемы будут решены. Ваши долги будут выплачены, препятствия устранены, ваше финансовое положение улучшится, и с моей помощью вы все преодолеете. Я буду с тобой, и никто не сможет остановить тебя. Мои деньги в такой же безопасности, как и мои деньги. Просто поверьте мне, я всегда выполняю свои обещания. Не забывай, что моя любовь к тебе безгранична, и моя сила безгранична. Ты мой дорогой ребенок, и я хочу, чтобы твоя жизнь с каждым днем становилась ярче. Пусть свет сияет в тебе, как утро сияет в твоем свете. Дитя мое, доверься мне до конца и увидишь, как я могу превратить твои трудные времена в возможности для успеха, роста и обучения. Ваши усилия не пройдут даром, а будут успешными и принесут вам удачу. Вы увидите для себя новые возможности. Успех наполняет все сферы вашей жизни, будь то богатство, эмоции или душа. Однако, дочь моя, не забывай, что благословения, которые я дал тебе, предназначены не для тебя одной, но для помощи другим, нуждающимся, бедным, страждущим. Будьте мудры в том, что вы получаете, потому что, если вы будете заботиться и благодарить за малое, я обещаю дать вам великие вещи. Помните, мое благословение связано с обязанностью слушать и заботиться обо всем, что я дал вам. Имейте смиренное и щедрое сердце и всегда будьте готовы помочь нуждающимся. Позвольте мне благословить не только моих близких, но и бедных. Дорогое дитя, ты должен знать, что на пути будут препятствия и трудности, но не бойся. Я всегда буду с тобой, придавать тебе силы и видеть тебя до конца. Не падайте духом в трудные времена, ибо эти испытания укрепят ваш характер и покажут вашу веру в меня. Помни, дочь моя, я хочу для тебя большего, чем просто материальные блага, но, хотя я надеюсь решить твои финансовые проблемы и выплатить твои долги, я действительно хочу, чтобы ты глубоко выросла. Я верю, что с каждой победой и поражением ваши отношения со мной будут углубляться, и ваше доверие будет расти. Услышь меня, ибо я не оставлю тебя. Я сдержу свои обещания. Моя любовь и сила безграничны. Если вы поддержите меня и поверите в мою силу, вы увидите мои благословения во всех сферах вашей жизни. Держись за мою любовь, моя дорогая. Верь, что твои финансовые проблемы будут решены.
твои долги будут решены, и все твои финансовые заботы исчезнут. Отсутствие не влияет на ваш дом, детей и внуков. Я наполню вас изобилием во всех сферах вашей жизни. Так что держите голову высоко и смотрите в будущее с надеждой. Не бойтесь столкнуться с трудностями, которые вас ждут, потому что я буду с вами и дам вам силы и знания для их преодоления. Поверьте, что моя сила работает на вас. Просто идите в послушании и верьте, что я никогда не оставлю и не оставлю вас. Тогда ваша жизнь станет живым свидетельством моей чудесной заботы, и окружающие будут отражать вам мою славу. Сын мой, помни, что благословения, которые ты получаешь, исходят не от твоих усилий и успеха, а от моей благодати и любви. Так что наберитесь смелости и верьте тому, что я говорю, и знайте, что я Бог, который исцеляет вас. Я Бог, который наблюдает за вашей работой. Я Бог, который делает вашу работу. Храни эти слова в своем сердце, копай их глубоко, как напоминание о моем обещании тебе, моей безграничной любви и желании твоих бесчисленных благ. Помните, что эти слова не только ободряют вас, но и побуждают вас жить жизнью послушания и веры. Пусть твое сердце взывает ко мне и просит меня о руководстве каждый день. Сын мой, я поздравляю тебя сегодня. Надеюсь, вы освободитесь от долгов и забот, восстановите свое финансовое положение и обеспечите успех своих начинаний. Верьте, и это произойдет. Пожалуйста, не оставляй меня, потому что сегодня я буду с тобой. Я прихожу к тебе всем сердцем, чтобы сказать слова любви. Позвольте моему голосу подняться над временем и пространством и коснуться глубин вашего существа. Пожалуйста, выслушай меня и прими мою безусловную любовь к тебе, моя дочь. Сегодня я хочу, чтобы ты понял, что я всегда рядом с тобой. Хочу разделить твое счастье и горе. Я видел ваши успехи и неудачи. Я следил за каждым твоим шагом и знаю, как сильно ты борешься. Мгновения вашей жизни прошли перед вашими глазами. Моя любовь идеальна, даже если ты иногда отвергаешь меня. Теперь я прошу тебя сделать меня частью своей жизни. Возьми меня в свое сердце и наполни меня радостью, благословениями и счастьем. Будьте убежищем, когда жизнь подавляет. Как бы далеко ты ни был, как бы сильно ты не сомневался в моем существовании, моя любовь к тебе сильна. Я здесь, терпеливый, готовый войти в твою жизнь, если ты откроешь мне свое сердце. Я не хочу ничего, кроме того, чтобы быть твоей постоянной поддержкой, вести тебя в трудные времена и отмечать счастливые моменты. Позволь мне быть частью твоего сердца, даже если проблемы повседневной жизни беспокоят тебя и осложняют наши отношения. Позвольте мне показать вам глубину моей любви и милосердия. Со мной в вашей жизни я могу трансформировать, исцелить глубокие раны и принести вам мир. Вам не обязательно оставаться одному в этом хаосе. Приходи ко мне, когда тебе плохо. Доверься мне во всем, что касается тебя, и доверься мне в принятии трудных решений. Ищите моей мудрости, я готов слушать в любое время вашей жизни от рассвета до заката. Даже в ночной тишине, какими бы серьезными и великими ни были твои ошибки, мои уши слышат твои молитвы, и прощение всегда в твоих руках. Вы драгоценны и ценны.
Не позволяй этому бедствию убедить тебя и отвратить тебя от меня. Моя милость не знает границ, моя милость всегда готова принять тебя. В моей любви ты обретешь покой, комфорт и успех. Теперь, дочь моя, ты должна подумать. Не стесняйся открыть мне свое сердце. То, чего вы ждете, принесет вам счастье, а не горе. Я знаю, что иногда жизнь ошеломляет, и предстоящие испытания кажутся непреодолимыми. Но помни, что я всегда с тобой. Я не прижму тебя к земле и не отпущу. В трудные времена я поведу вас в зеленое и мирное место, тропы, наполненные любовью и добротой. Дайте мне шанс в вашей жизни и позвольте мне быть частью того, что вы делаете. Не игнорируйте меня и мои советы. Избегайте поиска временного счастья и мирских удовольствий, ибо уверяю вас, что такое отношение ни к чему, кроме бед и горя, не приведет. Теперь позвольте мне открыть ваше сердце и изменить вашу жизнь. Пусть моя благодать достигнет тебя, и пусть ты наполнишься миром и радостью, ведь со мной ты найдешь настоящую любовь, которая превзойдет все твои ожидания и не покинет тебя. А теперь открой двери своего сердца и впусти меня. Позвольте мне быть вашим спутником, убежищем и силой во времена слабости. Не бойтесь действовать и не зацикливайтесь на своих прошлых ошибках. Меня не волнует, как далеко и как часто ты падаешь. Я протягиваю вам руку любви и жду, когда вы присоединитесь ко мне в этом путешествии веры, любви и надежды. Возьми мои деньги на милостыню и пойди со мной. Это лучшее решение, которое вы когда-либо примете, и я обещаю вам, что вы не сдадитесь, но получите бесконечные благословения вашей любви и милосердия. Давай, не сдавайся, все будет хорошо, я знаю, бывают моменты, когда ты чувствуешь неуверенность и одолеваешь сомнения и страх. Но помните, что вы не одиноки. Я всегда рядом, чтобы освещать твой путь и направлять твои шаги. Я не отпущу твою руку. Еще раз следуйте моим приказам и игнорируйте мое присутствие. Возможно, вы не сможете услышать меня молча, но вы почувствуете мир в своем сердце, когда почувствуете мое присутствие через мудрые слова других или в моменты тишины. Я люблю тебя, доченька моя, я всегда буду с тобой, я готова любить, прощать и благословлять тебя. У меня есть особое обещание, которое буквально изменит вашу жизнь. Получите его сегодня. Обещаю, это глубоко тронет ваше сердце и останется с вами навсегда. Это мое обещание, отношения, которые будут длиться вечно и покажут мою безусловную любовь. Так что обратите внимание, потому что то, что я собираюсь вам сказать, принесет мир в ваше сердце и жизнь. Я хочу, чтобы они дали мне все. Не стесняйтесь и не пытайтесь ничего скрыть. Помните, вы можете рассчитывать на то, что я решу ваши финансовые проблемы. Позвольте нам управлять вашими финансами. Это обеспечивает во всех сферах жизни. Мои благословения достигнут вас так, как вы никогда не ожидали, и благословят вас не только материально, но также в вашей духовной и эмоциональной жизни. Когда вы доверяете мне в решении своих финансовых проблем, вы позволяете моей благодати работать на вас и удовлетворять все ваши нужды. Так что доверьтесь мне, и вы увидите, как перед вами откроются двери возможностей. Пусть мои благословения наполнят вашу жизнь успехом и счастьем даже в трудные времена.
Поверьте мне, я буду выращивать вас, пока вы не будете удовлетворены. Я знаю, что жизнь временами может быть трудной, и испытания могут угрожать вашей вере, но ни одно из ваших усилий не будет напрасным, потому что я не оставлю вас. Доверьтесь мне и моим планам на вас, потому что я всегда буду работать для тех, кто меня любит. Не беспокойтесь о завтрашнем дне и не беспокойтесь о сегодняшнем дне, потому что со мной ваше будущее в безопасности, и я заверю вас в ваших усилиях. Я хочу понять, что настоящее богатство – это не просто изобилие. Не ищите только материальные блага, но сначала ищи моего царства и живи праведно. Конечно, все, что вам нужно, придет позже. Я хочу, чтобы ты был щедрым и всегда был источником добра. Некоторые люди обмануты потоком жизни, слишком беспокоятся о деньгах и материальных вещах и живут поверхностной и опасной жизнью. Что касается тебя, сын мой, не отчаивайся, когда придет беда. Поверь мне, даже если это сложно. Иногда трудные времена укрепляют твою веру и показывают твою веру в меня. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, позвоните мне и получите необходимую информацию и рекомендации для решения любой проблемы. Я открою каналы, которые вы заблокировали, и раскрою невероятные возможности обогатить вашу жизнь моей благодатью и благословениями. Так что отдайте свои деньги, свои мечты, свои желания и все, что у вас на сердце, в мои руки, и я благословлю вас больше, чем вы можете себе представить. Помните, я хозяин всего, и для меня нет границ. Доверься мне и позволь мне быть твоим проводником в жизни. Я поведу тебя по пути праведности и приведу тебя к святому месту. Я не оставлю тебя, потому что ты мое самое дорогое имущество. Помни, я твой настоящий друг и всегда буду с тобой. Мои мысли хороши для тебя. Просто идите со мной в вере, следуйте моим указаниям и наблюдайте, как я преображаю вашу жизнь и наполняю ее изобилием. Я твой Бог, твой Отец и твой Хранитель. Поверь мне, я благословлю тебя. Пусть это обещание благословений укрепит вашу веру. Я также говорю вам, дети мои, сохраняйте свою веру. Не позволяй трудным временам или отвлекающим факторам мира отнять тебя у меня. Будьте благодарны за все хорошее, что происходит с вами каждый день. Дайте это обещание себе и своей семье. Работайте усердно и разумно, чтобы использовать навыки и способности, которые я вам дал. Будьте честны и добры во всех своих делах и следите за тем, чтобы ваша доброта благословляла вашу работу, бизнес и все ваши начинания. Каждое счастье – это счастье, за которое нужно быть благодарным. Пусть ваше сердце и разум будут открыты и готовы принять вашу любовь и руководство. Придерживайтесь практики обращать внимание на знаки, и вы обнаружите, что со временем эта привычка станет вашей второй натурой. Желаю тебе обрести мир, счастье и ясность, которые ты ищешь, оглядываясь вокруг и видя, что я люблю тебя каждый день. Я знаю, что это нелегкий путь, но будьте уверены, я с вами на каждом этапе пути. Когда дни тяжелые и знаки кажутся далекими, помни, что я всегда рядом, и моя любовь никогда не изменится.
Я тот, кто идет с тобой, направляет тебя и освещает твой путь. Несмотря на все знаки, которые я посылаю, я здесь, и я люблю тебя. Принеси свою надежду. Он сказал: Господь, я полностью верю в Твое присутствие и руководство в моей жизни. Когда вы чувствуете себя одиноким и потерянным, знайте, что я посылаю вам важные сигналы. Каждый вздох, каждая слеза, каждая доброта – мой способ доказать, что я всегда буду с тобой. Я хочу, чтобы ты верил в меня, даже когда дорога кажется темной. Комментарий. Господи, я предпочитаю слушать Твои знамения даже в трудные времена. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, вас ждут новые чудеса. Откройте свой разум, чтобы объяснить, что вас ждет сегодня. Каждая твоя улыбка, каждая проблема – это мост, который я построил между нами. Запомните эти моменты и сделайте свой день более ярким и обнадеживающим. Жизнь обретет новый смысл, когда вы научитесь видеть мою руку, направляющую ваши шаги. Вспомните случай, когда вы собирались принять неверное решение, но что-то заставило вас пересмотреть его. Я положил это вам на сердце и всегда буду руководить вашими решениями. Когда у вас возникает такое сомнение, это знак остановиться и подумать еще раз. Я никогда ничего не сделаю без всех знаков моей любви и привязанности, чтобы видеть тебя счастливым и умиротворенным. Посланные мною знамения также призваны укрепить вашу веру. Каждый раз, когда вы получаете сигнал, который вас слушает, ваша связь со мной становится сильнее. Это исцеляет вашу душу и делает вас более открытыми для сообщений из будущего. Отношения сотрудничества – это то, что я хочу создать с вами постоянный разговор, в котором вы не просто спрашиваете, но также получаете и отвечаете. Бренды часто продаются в небольших упаковках. Не обманывайтесь их простотой. Величие их природы заключается в том, как они улучшают вашу жизнь и в руководстве, которое они предоставляют. Ценя маленькие чудеса, которые происходят каждый день, вы позволяете мне быть в вашей жизни. Каждый акт благодарности, каждый момент размышлений углубляет наши отношения. Скажи: «А Господь, я услышал Твою песню и благодарен Тебе за каждую из них». Если вы будете спокойны, вы обнаружите, что ваш взгляд на жизнь изменится. Стрессовые и тревожные ситуации стали понимать мою лидерскую позицию. Вы почувствуете себя в безопасности, любимы, защищены, потому что знаете, что я позабочусь о каждой детали, направлю вас, поддержу и сверну горы. Прийти сюда – ваша цель. Бог всегда посылает вам знаки, чтобы помочь вам в жизни, но обращаете ли вы внимание? Поставьте лайк этому видео, поделитесь с друзьями и подпишитесь на канал, нажав кнопку комментария, чтобы продолжить чтение и присоединиться ко мне, чтобы научиться распознавать божественные знаки. Каждый человек, которого вы встречаете, каждый ваш опыт отражен в моей карте. Знакомства дают мне возможность показать свою любовь и поделиться своей верой. Обращать внимание на знаки – это не просто личное занятие, а призвание быть знаком в мире. Поскольку я прошу вас знать знаки, я также прошу вас быть знамениями для других. Покажите своими действиями, что я присутствую и активен в жизни всех людей.
Жизнь обретает красоту благодаря знанию священных писаний Бога. Это жизнь, в которой у вас постоянные отношения со мной, где больше страха и доверия, меньше сомнений и больше безопасности. Я хочу, чтобы вы увидели и приняли знаки, получили мою бесконечную любовь и бесконечную мудрость и почувствовали мир и ясность во всех частях себя. Продолжайте искать моего гида. Каждый день — это новая возможность расти и учиться. Симптомы обычно возникают, когда вы чувствуете слабость или усталость. Я никогда не перестану защищать и направлять тебя. Будьте сильны в своей вере, откройте свое сердце, откройте свое сердце. Вместе мы сможем изменить любую ситуацию, преодолеть любое препятствие и жить по великому плану, который я готовлю для вас. Если у вас есть вера, будьте уверены, Господь, я буду открываться и следовать Твоей любви и руководству каждый день. Мое дорогое дитя, я всегда надеюсь увидеть знаки, которые откроют тебе путь. Речь идет не о том, чтобы сделать случайный знак, а о плетении ткани любви и заботы. Я говорю истинность, надежды и обещания с биением сердца. Когда вы проснетесь и увидите восход солнца, когда вы услышите щебетание птиц, когда вы почувствуете мою любовь в каждом свете, в каждой песне, вы поймете, что я присутствую в, казалось бы, обычных временах, в которых вы живете. Нежный ветерок на вашем лице, утешающее объятие любимого человека, запах свежего кофе по утрам — вот о чем я говорю. Я дарю вам музыку повседневных переживаний, чтобы почувствовать мое присутствие и особое внимание к вам. Никогда не недооценивайте силу маленьких жестов. Через них я покажу тебе безусловную любовь. Я понимаю, что жизнь иногда может сбивать с толку. Ежедневный стресс и беспокойство могут затуманить ваше видение и помешать вам услышать свои чудеса. Но даже в самые сильные штормы я рядом. Я не допущу, чтобы с тобой случилась какая-то беда без веской причины, чтобы придать тебе сил в трудную минуту. Помните, что получение этого обещания означает получение вашего благословения. Благословлю тебя, ибо Отец твой никому ничего не должен. Мой любимый сын, моя дочь, не оставляй меня и не бойся того, что происходит в твоей жизни, ведь я никогда не оставлю тебя. Я буду с тобой во все трудные времена, во всех трудностях, с которыми ты столкнешься. Поскольку я обещаю заботиться о вас и защищать вас, я позабочусь о том, чтобы вы победили тех, кто пытается причинить вам вред или стоит на вашем пути. Укрепите свою веру. Остерегайтесь злых вещей и ловушек, созданных злыми людьми. Не бойтесь трудных ситуаций, потому что я сделаю для вас чудесные вещи. Прошлые ошибки — это вчерашние ошибки. Не скрывайте свою любовь и бесконечный план. Ничто не может остановить то, чем я хочу быть в своей жизни. Придите ко мне, поднимите руки к небу и благословите. По своей милости я дам тебе все, что ты пожелаешь. Я чудесно благословлю тебя. Сегодня врата рая открываются для вас, и благословения текут в вашу жизнь. Добро пожаловать, сын мой, добро пожаловать, дочь моя. Примите это обещание и сохраните его в своем сердце, ибо я буду творить чудесные и чудесные дела. Вы добьетесь результатов, которые оставят след не только в вашей жизни, но и в жизни будущих поколений. Ваша жизнь будет меняться каждый день.
Ни в чем ты не будешь беден и не будешь нуждаться в долгах, ибо я укреплю тебя во всем. Пусть ваша жизнь будет наполнена хорошими вещами и предоставит пути для достижения ваших целей, мечтаний и желаний. Вы заведете дружбу, которая улучшит вашу жизнь, а также жизнь вашей семьи, друзей и коллег. Пусть моя милость и благодать покроют вас и благословят ваши путешествия и все, что вы делаете. Не сомневайтесь в моих словах, примите эти слова близко к сердцу и поверьте им. Вы сами увидите, как все, что я сказал сегодня, сбудется. Мои слова верны и правдивы, и я всегда держу свои слова. Так что, сын мой, дочь моя, немедли встречай трудности жизни. Не расстраивайтесь и не теряйте решимости из-за бесполезных вещей этого мира. Все хорошее, что я сказал своими словами, для вас. Ничто и никто не может остановить мою милость и благодать в вашей жизни. Помните, это благословение не от ваших стараний и стараний, а от моей веры и безусловной любви к вам. Знайте, что мои добрые и совершенные намерения придут к вам. Примите и обнимите их своим сердцем. Иди вперед, помни, что я всегда буду с тобой, даже когда дорога не будет ясной и появится тьма. Будьте тверды в своем сердце и уверены в своих шагах. Оставайся со мной, не убегай, потому что мой свет воссияет на тебя, когда ты усомнишься. Мое присутствие направляет вас, и вы чувствуете мою любовь вокруг себя, как защитное одеяло, с каждым вашим шагом. Звезды на небе видят, как моя сила исходит от тебя и помогают мне преодолеть все трудности. Каждое препятствие — это возможность показать свою силу и то, на что вы способны. Когда вы чувствуете себя подавленным, когда ваши проблемы непреодолимы, помните, что вы не одиноки. Я буду держать тебя за руку, дам тебе силы, мощь и вдохновение двигаться вперед. Ибо я укрепляю твое сердце каждый день. Всегда помните, сын мой, дочь моя, что следы, которые ты оставишь на земле, лучше, чем следы на песке. Они будут знаками любви, сострадания и терпения для тех, кто последует за тобой. Каждое ваше слово обеспечит светлое будущее и даст надежду будущим поколениям. Не теряйте веры, ибо велика награда ваша на небе и на земле. Поделитесь, как моя любовь течет из моего сердца, превращая трудности в возможности, неудачи в уроки, а трудные времена в рост. Каждое утро — это новая возможность ободрять, укреплять и направлять других на их пути веры. Находите мир и веру каждую ночь и знайте, что бы ни случилось завтра, моя поддержка и благословения всегда будут с вами, сильные и стойкие, как скала, в вашей жизни. Не сомневайтесь в своей силе и обещаниях, которые я даю вам сегодня. Имейте веру и храните обетования в своем сердце и наблюдайте, как они проходят через вашу веру. Вера — это сила, которая может сдвинуть горы, вырастить урожай и превратить ваши ветреные мельницы в будущее, полное чудесных благословений. Поэтому сегодня я призываю вас двигаться вперед с верой, мужеством и уверенностью. Аминь. Пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями, семьей и как минимум 3 группами WhatsApp, чтобы Слово Божье могло легко достичь тех, кто в нем нуждается. Будьте здоровы!